для грузинской стороны возвращение беженцев – это не гуманитарная проблема. Для грузинской стороны возвращение беженцев – это политическая проблема. Это способ распространения юрисдикции Грузии на территорию Абхазии. Вот для чего это говорит. Ведь посмотрите, например, слова помощника Шеварнадзе, господина Алексидзе. Он говорит, куда возвращаются беженцы. Вот. И, так сказать, вот сразу же возникает вопрос, ну, они знают, куда в свои дома возвращаются. Комментируя ныне сложившуюся ситуацию, вы как-то заявили, я хочу процитировать, беженцы в настоящее время находятся в Грузии, но абхазская сторона готова вернуть их в свои дома. Как понимать это высказывание? Значит ли это, что в результате военных действий временно перемещенному населению разрешено вернуться на родину? Или вы имели под понятием «дом» что-то другое? Значит, с каким статусом и на каких условиях это произойдет? Они будут жить в каком-то другом государстве или они будут жить в том государстве, откуда были изгнаны? Вы понимаете, Грузия тоже изменила статус своего государства. Вот. Я думаю, что здесь нет никакого... Вы имеете в виду после развала Советского Союза? Да, я имею в виду это. Тоже вроде возникают какие-то проблемы. Но в действительности таких проблем нет. Была территория Абхазской автономной республики, на которой жили люди. Есть сегодня территория суверенной республики Абхазия, но там остался дом, в котором жили люди. И мы никаких условий не ставим. Человек возвращается в свой дом. Возвращается. Так что, а как уже вам определять, возвращается ли он на родину или в какое-то другое место, это уже не наш вопрос. Нам главное, что люди жили, люди возвращаются. Вот это главный вопрос. Если мы так будем подходить, люди будут возвращаться. Если же мы начнем политизировать опять эту проблему, то тогда мы опять усложним жизнь людей. Я думаю, этого делать не надо. Они должны будут, наверное, быть лояльными к всем законодательным актам, которые сейчас у вас. Но скажите, пожалуйста, можно ли жить на территории Грузии, не будучи лояльными к Конституции и законам Грузии? Совершенно очевидно, что, и это, кстати, тоже из норм международного права, они должны быть лояльными к законам и Конституции Абхазии. То есть они возвращаются в Абхазию, поэтому это обязанность каждого, так сказать, человека. Я просто к тому, что если они сейчас являются гражданами Грузии, то, начав проживание в Гальском районе, они уже будут гражданами Республики Абхазия. Ну, я думаю, что у подавляющего большинства людей, вот, которые должны вернуться, есть документы, подтверждающие, что они жили на территории этого района и жили в каком-то определенном месте. Есть соответствующие паспорта. Так что вы не беспокойтесь, они их сохранили. Владислав Григорьевич, дело в том, что, в общем-то, хотелось бы от вас, извините, что, может быть, я повторяю этот вопрос, но чтобы вы раскрыли бы механизм. Вот как будет обеспечиваться безопасное проживание беженцев? Я думаю, мы никогда не сможем обеспечить механизм, если в нем самое активное участие не примут жители Гальского района. Понимаете, люди, вот это и было и раньше, это люди знают, что если они будут, скажем, даже возьмут, вступят в милицию, будут охранять, то ночью к ним придут с той стороны реки и будут угрожать тому, что они вот сотрудничают с абхазской властью. Вот, пожалуйста, так сказать, угроза. На самом деле, надо, чтобы в первую очередь сами люди участвовали в этом деле. Потому что приглашать милицию и возить ее из Гагры или из Гудауты на охрану Гальского района, это совершенно другое дело. Тем более, что мне приходится потом отвечать, когда происходят какие-то события. Мне значительно интереснее, чтобы в этом участвовали жители Гальского района. Я думаю, что реальная жизнь покажет. Давайте мы займемся. Раз люди возвращаются, значит, все же они верят в то, что можно вернуться, есть для этого условия. Понимаете? Между вами и господином Ливией Бота, специальным представителем генерального секретаря Организации Объединенных Наций в Грузии, существовала предварительная договоренность об основных принципах возвращения беженцев в Гальский район, был даже согласован текст. Однако позже, во время встречи с послами стран-друзей генерального секретаря, вы неожиданно отвергли предварительные договоренности и согласованный вариант. Чем это было вызвано? Как вы объясняете это? Не совсем точная оценка того, что происходило. Во-первых, инициативу о возвращении беженцев мы осуществили самостоятельно, без какого-либо, так сказать, участия или совета то ли господина Бота, то ли российских посредников. Это была наша. Это никто не оспаривает этого. Значит, мы с господином Бота обсуждали вопрос о том, что вот есть текст протокола
протокола, который фактически должен был подписан, но не подписан. Да. Есть возможность, что абхазская сторона письменно возьмет на себя, буквально процитирует весь текст протокола, то, что относится к кавказской стороне, вот, и возьмет на себя обязательство, что она их будет в одностороннем порядке выполнять. Грузинская сторона возьмет на себя ту часть протокола, которая касается ее обязательств, и тоже заявит, что она со своей стороны готова их выполнять. Тогда получится взаимные обязательства. Хотя нет, как бы выход из этой ситуации, нет хотя документа подписанного, но есть взаимные обязательства, и есть посредники, другие, которые могут это контролировать. Единственный вопрос, по которому, так сказать, здесь, вот из-за которого был поднят сыр-бор, это вопрос о том, что якобы, и, кстати, это известно, якобы, что абхазская сторона обещала, что там будет записано, что 50% милиции будет, так сказать, вот, состоять из лиц грузинской национальности, а потом якобы отказалась. На самом деле все стояло по-другому. То есть мы господину Боту было сказано. И причем это, знаете, беседы происходят не один на один, а беседы происходят в присутствии. Есть люди, которые при этом присутствовали, есть записи. А кто, извините, присутствовал? Мой помощник Стамур Таня здесь, так сказать, присутствует, он может подтвердить. Да. Было сказано, что это как раз тот вопрос, один из вопросов, почему было сорвано подписание соответствующих документов. Потому что мы в свое время пошли на запись того, что мы написали, что милиция будет в том числе из беженцев, в том числе, да. Значит, но мы сказали, что мы не можем записывать, делать такие записи, потому что Абхазия многонациональная республика, и мы не можем записывать, делать записи, что в таком-то районе, где живут представители одной этнической группы, будут милиция только из этой группы. В другом месте, где другие, только у вас такого же тоже правила нет. У вас тоже в Грузии есть районы, где живут не грузинское население. Вы же в своих законах и конституции не записываете, что там должны быть только люди такой. Это вообще, так сказать, не принцип демократического государства. Мы сказали о другом. Нет, извините, Владислав Григорьевич, но в данном случае речь же не шла о законе. Я сейчас вам отвечу. Это одно и то, практически одно и то же. Потому что такая запись, это как раз к этому и ведет. Мы сказали о другом, что совершенно очевидно, что если в Гальском районе будет нормальная обстановка, и дело будет нормально развиваться, то совершенно очевидно, что большая или значительная часть, ну это и 50 может быть и больше процентов, будет фактически милицией из числа людей, которые живут в Гальском районе. Но это естественное явление, понимаете? А не то, что мы берем на себя обязательство формировать милицию по этническому принципу. И вот моя, так сказать, трактовка того, что со временем наверняка это будет так, было интерпретировано, что мы готовы записать, что это так. Но мы никогда на это никогда не можем пойти. Хотя сегодня, например, вот, скажем, господин Алексеевич заявил, что и в администрации должно быть не менее 50% жителей района. Но на сегодня я сейчас только выяснял у Русмала Кишмария, главы администрации. Кстати, вот сейчас была делегация из Гали, я вот должен был с ними встретиться, сейчас они здесь находятся. Я спросил его, оказывается, из 28 человек, которые работают в гальской администрации, 8 человек абхазцев, а 20 человек как раз и грузин, иммигрантов, живущих там. Вот вам, пожалуйста, реальная практика. Ну что ж, мы не будем же из других районов туда специально завозить людей, да, они, кстати, и не поедут. Ну, есть. Так что реально это так и сложится. Никого мы в заблуждение не вводили, никого мы не подводили. Да, и, кстати, если часто это говорят, но абхазская сторона те обязательства, которые на себя берет, она как раз четко выполняет.